Приветствую этот мир, добра, любви, процветания вам всем желаю. Очень рада тому, что могу сейчас рассказать вам про Калининград, потому что когда-то я сюда также переехала 5 лет назад. Ну и теперь хочу поделиться тем, какая жизнь у меня была и как переехать. Ну, либо как посетить Калининград, что тут посмотреть интересного. Вот, например, перед нами Дом Советов. Такой большой, красивый. Является, ну, так скажем, символом нашего города. И вот этот символ стоит здесь очень давно, потому что строительство началось в 1970 году. Вообще, конечно, наш город хотели реконструировать много раз. Наш Калининград. Я уже считаю его своим городом, своей родиной, потому что я люблю его от всей души. И сейчас стою на улице Пролетарской. Ну и расскажу вам про наш Дом Советов, потому что это самая примечательная фигура здесь, скорее всего. Вот смотрите. Сначала хотели в 50-м году, создали план реконструировать Калининград, полностью перестроить его. А потом в 67-м совсем другой архитектор снова составил план реорганизации, реконструкции полной Калининграда в соответствии с совершенно другими требованиями. Тут небольшие ремонтные работы идут на Нижнем пруду. Вот Нижний пруд, смотрите, такой красивый. Там вот птички плавают. Вот. И, естественно, тут стоял вместо этого Дома Советов большой Королевский замок. Красивый такой, шикарный. Фотографии даже сохранились. Но в 1967 году утвердили план, снесли замок Королевский и построили, начали строительство Дома Советов, который должен быть сдан был в эксплуатацию в 1988 году. Представляете? А с какой сейчас год у нас? Сегодня 25 декабря 2019 года. А Дом Советов в эксплуатацию, конечно же, не сдан. А все почему? Потому что потом у нас денежек не стало хватать у государства, да. Потом началась перестройка, потом еще что-то, да, там. Конечно, его где-то, ну, в 2000-х годах, там, в 2005-м, по-моему, смогли приватизировать, даже продать кому-то. Но когда продали, оказалось, что возможно, это какая-то афера была проведена с помощью коррупции. Продали гораздо дешевле, чем могли это сделать, да. И, естественно, когда... Я сейчас обойду тут, чтобы выйти на улицу. Когда начались разбирательства, никто уже не стал вкладывать деньги в этот Дом Советов. И просто забросили его, пока шел суд. А суд был многолетний. Очень много времени он шел. И в итоге хозяину, так скажем, этого Дома Советов дали 2 года условно. Ну и дальше документы надо было оформить, перевести туда-сюда этот дом, да, на какой-то баланс. Кто бы ни брался за него, никто не мог его правильно организовать. Никто не мог из него сделать что-то стоящее, да. 28 этажей. Причем почва нестабильная на этом месте, и можно было строить только 21 этаж. Однако многие в городе считают, что Дом Советов на самом-то деле не пригоден к использованию, хотя, конечно, это неправда. Он очень даже пригоден к использованию. Просто его некому отремонтировать, взяться за него. И наши власти реконструировали его так немножко, фасадик там делали, да, стеклышки вставляли, которые потом благополучно были выбиты. Вот. И сейчас на 2020 год план идет, да, что есть покупатель, вроде как покупает 400 там миллионов, да, я прочитала. Ну и будет, естественно, потом ремонтировать там в процессе. Сначала планируют вообще обустроить
территорию около Дома Советов. Тут и рынки были, и День города, конечно, раньше всегда здесь устраивали. Вот прямо перед Домом Советов, посмотрите внимательно туда, ставили сцену. И эта сцена использовалась нашими артистами. Я ходила здесь на концерт на День города. Выступал Олег Газманов, Глюкоза, ну, многие другие. Было очень интересно. И потом сделали огромную парковку, все выровняли тут. В общем, идет постоянно какая-то движуха вокруг этого дома. Но по легенде говорят, что это место просто проклято. Представляете? Просто проклято. Вот эта улица Пролетарская. Движение сейчас, конечно. Сейчас посмотрим, сколько время. Время 2 часа 6 минут, 25 декабря, напомню, 2019 года. И учитывая, что сейчас будний день, хоть и Рождество католическое, но будний день, то, естественно, получается, что очень много движения в Калининграде, да? Посмотрите, в автобус сейчас можно не садиться. Почему? Потому что если ехать отсюда до площади одну остановку, то будешь ехать дольше, чем идти. Вот это у нас такое вот место тут. Вот так начинается Ленинский проспект. Посмотрите, это Калининград Плаза. Мы сейчас с вами туда пойдем. Вот Дом Советов. Сейчас, может быть, его изменят. Кстати, были предложения по поводу того, чтобы снести его и снова построить Королевский замок. Но, может быть, это было бы действительно самое здравое решение, потому что место проклято. Многие так говорят из-за того, что на самом деле никто не хотел сносить Королевский замок. Духи не хотели, чтобы его снесли, верно же? И на этом месте было языческое капище. Самое настоящее. Получается, что Дом Советов, по сути, стоит на ритуальном месте, да еще и на костях. Думаю, что из-за этого и весь сыр-бор. Так, ну мы с вами тут прогуляемся. Магазинчики. Магазинчики. Видите, Адамчик энд Адамчик. Классно, да? Так. Тут у нас тетка Фишер. Вот, знаете, так интересно. Я, конечно, может, вас свожу в этот ресторан, но сама я почему-то никогда туда не хожу. Не знаю почему. Я хожу в многие рестораны, но сюда, вот в тетку Фишер, никогда не хожу. Ну, так бывает. У кого-то есть свое место, свои места в городе, где кушаем. Вот. Но я попробую туда сходить потом. Только ради вас. Сейчас направляемся к Плазе по улице. Там было сзади написано Розенштрассе 1, да? Вот. И будем дальше. Сейчас рассматривать. Вот тут бытовая техника, Гринвест, магазины всякие. Плазу вообще хорошо видно. Отовсюду. Отовсюду видно Плазу. Так. Вот тут банк. И вот, видите, мы сейчас прошли чуть-чуть улицу Шевченко и выходим на Ленинский проспект. Вот это гостиница «Калининград». Это тоже историческое здание. И тут есть ресторан «Суши Море». Вот я его очень люблю. Очень люблю этот ресторан. Вот. Гостиница большая, высокая, конечно. Ну, дороговато здесь. Многие так говорят, что дороговато. Вот. Ну, вот если так сравнивать, отель Европа, да. Это тоже покажу обязательно. Отель Европа 3,5 на двоих. Но здесь подороже.
подороже гораздо. Посмотрим, там светофор. Ну, людей. Много людей в этот момент на улице. Но если знакомить с Калининградом, то нужно видеть, как он устроен на самом деле. Автобусы наши, вот Плаза. И если вы приедете в наш город, там погостить или переезжать будете, то в центре города, получается, можно будет сходить вот в этот торговый центр. Там есть все. Я сейчас буду показывать. Там есть все. Все, что нужно человеку для жизни. Светофор. Куча людей. Машин. Очень сильный шум. Сейчас будем переходить. То пошли. Вот Ленинский проспект. Ленинский. Это главная, практически, можно сказать, главная улица в Калининграде, да? Ее когда-то расширяли, ее когда-то реорганизовывали. Она шириной 28 метров. Вот там вот остров Канта, его видно немножко. Кафедральный собор. Люди все, везде люди. Куча людей. Куча. Давайте осмотрим наш большой красивый торговый центр. Смотрим на него. Так, надо пройти. Связной, Кальцидония, тут Sunlight на первом этаже, ну и многие другие. Вот Зула, Литуаль. Все есть. Сейчас предновогодние всякие торговли идут, естественно. Калининград весь наполнен елками, фонариками. Но, к сожалению, сегодня был очень сильный ливень. То есть именно ливень. И когда такой ливень, конечно, многие не чувствуют Нового года на самом деле и Рождества, потому что слишком уж по-летнему все выглядит. Ну, тут ДНС. Много магазинов, всяких салонов. Сейчас вам покажу, где можно попить кофе. Вот здесь можно кофе попить. Это на втором этаже Плазы. Вот. Можно попить кофе. Здесь тоже магазины. Все, в магазинах тут кофейные столики. Вот. Тут туалет, но он сейчас закрыт на уборку. Тут сумочки продают. Вот. Здесь одежда. Теперь пройдем на третий этаж. А я, собственно, пришла, конечно, за продуктами. Мой муж немножко приболел. И я пришла за продуктами. Магазин Виктория. Здесь есть такой вот магазин Виктория, который очень славится своими продуктами, потому что это сеть. Вот елочка наша, Плаза. Елка Плаза. Так. Тут всякие закуски. Смотрите, можно поесть в любом случае. Голодными не останетесь. Все кушают. Но еда, знаете, вот в всех кафешках разная, конечно. Мы кушали тут когда-то. Но мы привыкли ходить уже в другие места немножко. И, естественно, если вы приехали, если вы посетили торговый центр Плаза, вы можете здесь перекусить. Потому что, ну, все-таки, да, я же путеводитель ваш.
Калининграду. И мне нужно вам рассказать, где можно поесть, где можно попить. Но я, если честно, вам не порекомендовала бы здесь кушать. Ну, если честно. Вот тут есть Браво Италия. Вот здесь уже можно поесть спокойно, как бы без опасений каких-то. Вот это кафе я вам рекомендую, для того, чтобы поесть в платье. Вот. Но у каждого свой бюджет. И если вам нужно бюджетно попитаться, то, конечно, вы можете поесть вот в этом большом комплексе. Чего-то в этом страшного нет. Можно подобрать продукты, которые вам подходят и которые безопасны в любом случае. Давайте зайдем в буквоед. Буквоед. Много книг. Это огромный магазин, но есть буквоед в Калининграде, тоже на Ленинском проспекте, в котором 3 этажа. То есть гораздо больше, на самом деле. Вот. Ну, книги, конечно, книги. Я могу так сказать, что буквоед подороже, чем лабиринт тот же самый. Можно заказать книги в лабиринте и все. Вот. Но есть какие-то прикольные вещи. Блокноты, глобусы. То есть, ну, тут много всего, ручки. То есть вот такой вот магазин, где можно купить книги, канцтовары, что угодно. Бесплатная реклама с моей стороны. Открытки. Идем дальше. Идем дальше. Тут кофейня. Та, в которой я уже могу пить кофе даже. Это сеть Шато Парадис. Сеть кофеен, ресторанов и всего-всего. Там можно попить кофе нормально. Очень хороший кофе. Здесь одежда. А вот тут кинотеатр. Каро. Очень хороший кинотеатр. Мне нравится. Мы ходим туда. Здесь можно сделать маникюр. Посмотрим. Видите, все как украшено хорошо. Можно сделать маникюр спокойно. Вот. Здесь, видите, такой потолок прозрачный. Красиво. Вот. И кинотеатр. Давайте я вам покажу кинотеатр. Если вы приедете в Калининград и вам станет скучно, в чем я сомневаюсь, но вдруг вы захотите просто отдохнуть на фильме, да, или выйдет какой-то ваш фильм любимый, вот тут еще сладости продают, то вы можете сходить в вот такой бюджетный кинотеатр. Цены здесь в разы дешевле, чем в Европе. А для инвалидов 60 рублей билет стоит. И для пенсионеров, и для маленьких детей. И вот сейчас вам покажу вид, который здесь открывается. Вот. Такой вид открывается. Окошечко не очень чистое, потому что дожди идут. Такой вид. На Дом Советов, кстати, о котором я рассказывала, да. И вот тут Ленинский проспект, там переходит там улица Зарайская дальше, да, Шевченко. Вот такой кинотеатр у нас. Красивый, двухэтажный. Смотрим дальше. Дальше нам надо с вами купить продукты. Где в Калининграде купить продукты, как не в магазине Виктория. Потому что чем крупнее сеть, тем лучше качество на самом деле, да. И цены более-менее доступные. Могу ее порекомендовать для вас, потому что цены доступны и все есть. Вы приходите в один магазин, а там уже все есть. Это гораздо лучше, чем ходить по разным магазинам, особенно продуктовым, и искать какие-то продукты по отдельности, верно же? Но за все время, конечно, у нас были случаи, когда чего-то не было. Тут, кстати, довольно Виктория небольшая, они есть крупные, очень крупные по городу. Вот, давайте спускаться. Видите, какая красота. Все сверкает, все искрится. Все везде, да? Везде у нас тут фонарики. Шарики-фонарики. Так. Вообще, конечно, этот вот торговый центр Плаза, он был построен в 2000-х годах. То есть даже не в 90-х. В 90-х все было, конечно, не так совершенно. А Плазу потом построили, когда все здесь застраивали, торговыми центрами, магазинами. И Плазу построили. И я могу сказать, что к ней нареканий никаких нет, конечно, как к магазину, как к торговому центру.
Видите, какой потолочек красивый. Все в фонариках. Оп-оп. Вот. Людей приходится обходить, народу много. Кому-то кажется, что Калининград это такой маленький городок. Ну, конечно, здесь живет 450 тысяч человек. Какой-нибудь большой, что ли. Но когда посмотреть, сколько здесь туристов, сколько здесь народу, то можно очень удивиться. Потому что есть 450 тысяч коренных человек, которые здесь там живут, прописаны, да. Вот там, смотрите, елочки какие у цветочного магазина. А есть те, которые еще 500 000 приехали. Вот. Поэтому очень много народа. Итак, что можно купить здесь? Здесь можно купить все, что угодно. Тут есть и сок, и консервы, и фрукты, и овощи. Но цены в Калининграде гораздо дороже, чем в некоторых регионах. Потому что многие жалуются, да, когда приезжают. Вот такие большие цены. Ну, в принципе, вот можно и посмотреть эти цены, да. Иногда акции бывают, особенно в магазине Виктория. Вот. И, естественно, кто-то скажет, что это дорого, кто-то скажет, что это дешево. Но если вы будете сюда переезжать, то, конечно, вы привыкнете к ценам в любом случае. То есть деваться-то некуда. Вот тут акции всякие идут, видите. Можно собрать наклейки, игрушки получить и так далее. Вот тут вот сейчас распродажи шоколадных, там, Дед Морозов, еще чего-то. То есть в любом случае это все доступно, вполне доступно. Вот тут молочное дело, видите, всякие распродажи майонеза. В принципе, выбор есть. Очень большой приход товара сейчас идет, потому что Новый год, ну что, Рождество. Вот. Но, в принципе, я довольна этим магазином. Я хожу сюда. Не могу сказать, что я там какую-то рекламу делаю или еще что-то. Кто-то скажет, что Спар там лучше, да, или еще что-то. Вот, но я выбираю вот этот магазин, потому что он около дома моего, да, рядом. Я живу у Плазы, и, естественно, если я живу у Плазы, то мне не надо никого искать, ничего, да, а просто пойти туда, где мне удобно и доступно. Вот и все. Ну, что обычно мы покупаем в магазине? Ну, всякие йогурты покупаем, овощи, фрукты. Мы вегетарианцы, но едим молочку. Вот так получилось. Образ питания наш. Вот. Сладостей полно, всего-всего. Опять же идут акции, конечно же. Вот. Ну, такой вот магазин. Там вот спиртного очень много. Всякие чай, кофе, все есть. И, естественно, химтовары, там шампуни всякие. Всякая фигня продается. Вот. Чай, выбор чая, конфет. Кофе я вообще очень люблю. Вот сейчас посмотрим, есть ли какие-то распродажи по кофе. Потому что я выбираю всегда кофе только лаватца и только молотый. То есть вот мой выбор. Обычно я пью вот этот кофе лаватца Ора. Это очень хороший кофе. Но вот Quality Rossa тоже понравился. И кафе Эспрессо тоже хороший. Они все хорошие, очень хорошие. И когда есть акция, можно будет покупать. Вот видите, тут есть вот 250 грамм, 299 рублей. Это выгодно. Расскажите, какие цены у вас в городе, дороже или дешевле, чем у нас. Потому что вот у нас вот такие цены. Видите. Есть товары в Калининграде, которые невозможно увидеть в других городах. Или очень сложно увидеть. Например, марципан. Давайте пойдем посмотрим марципан. Просто чтобы вы знали. Здесь очень хороший выбор марципана. И его здесь все очень любят, и он очень известен всем здесь. И многие люди просят меня купить и выслать, потому что в некоторых регионах России его просто нет. Вот он. Вот такой вот. Фабрика Зентис. Такой хороший. Тут сейчас акция идет 69 рублей. И обычно я высылаю его всем родственникам, друзьям, знакомым. Вот. Такой выбор идет. Такие вот есть варианты. Ну, есть еще много всякого марципана. На самом деле. То есть сейчас, конечно, подразбираюсь перед Новым годом. Сегодня, тем более, что Рождество католическое. Здесь много католиков, естественно.
Но обычно есть еще, конечно, выбор по марципану. Куча. Ну, расскажите, пожалуйста, если у вас в городе марципан, продают ли его в свободном доступе? Потому что здесь он есть, а многие пишут, что его вообще невозможно купить, например. Вот. Ну, здесь дальше шампунь, всякие химические принадлежности российского обывателя. Вот. Тут вот опять конфеты, одни конфеты. И здесь у нас всякие женские штучки, туалетная бумага. Вот. Тут все для зубов. И, естественно, вы видите цены и можете мне написать, что дороже, что дешевле. Тут у нас кто-то плачет, все как обычно. Журнальчики. Вот. Журнальчики, канцтоварчики. Всего полно. Вот так вот. Всего полно. Изобилие у нас, товарное изобилие. Как и везде. Хотя есть, конечно, еще страны остаются некоторые, в которых нет товарного изобилия, да. Но в России, тем более в Калининграде, с этим проблем, конечно, нет. Если вы приедете, вас всегда накормят. Даже за копейки. Так что не переживайте. Ну, а я продвигаюсь на кассу. У нас касса самообслуживания. Давайте посмотрим, как это устроено. Здесь сегодня очередь. Но есть вот такие кассы. Вот это все устроено. Вот такая касса. То есть, допустим, вот я покупаю, да. Нужно пикнуть, и весь товар туда перекладывается. То есть мы весь товар перекладываем, а потом оплачиваем. Здесь все очень просто. Вот. Выхожу из плазы. Тут у нас такие декорации. Хожу на улице. Влажно, сыро, неприятно. Гостиница Калининград перед вами. И опять же очень много народа, несмотря на то, что все только что поливало. Вообще ливень был, конечно, очень сильный. Вот. Вот можно переходить дорогу. Переходить дорогу, чтобы пойти дальше. Пойдемте по Ленинскому проспекту немножко, тут пройдем. Вот. Тут знаменитый Меркурий. Я туда никогда не хожу. Открою вам секрет. Я не хожу в Меркурий. Только в аптеку, потому что там есть аптека. Ну, а так там всякие бизнес-офисы же. Внизу магазинчики. Ну, такие небольшие. Вот. А так обычно я туда не ногой. Мы иногда проходим мимо в аптеку, там на первом этаже можно зайти. Вот тут банк большой, ВТБ-24. Вот он. Вот так обычно. Туда тоже не хожу, естественно. Вот посмотрите на улицу Ленина. Ее очень красиво отреставрировали, украсили и сделали под один стиль дома. И она просто шикарная такая европейская улица. Но широкая. Именно широкая. Мы когда ездили в Ригу, там тоже широкие улицы. Столицы Латвии. Тоже очень похожие. Часто. Но там модернизировано все. В плане здания там иногда такие стеклом все черным покрыты там или еще что-то. Вот. А такие улицы вот как вот под этот стиль, они больше в старом городе. Что в Риге, что в Каунасе, в Литве. Что мы были в Варшаве, в Польше. Вот. В Эстонии были. Везде одинаково в европейских городах, конечно, вот тот момент, что есть старый город и вот такие вот примерно по стилю улочки, дома. Ну, вот красиво очень сделано у нас, конечно.
Ничего тут не скажешь. Народу очень много. Машины, центр города. Вот. А тут есть просто шедевр. Индийский магазин. Мы с мужем в Индию собираемся в следующем году. Естественно, я вам тоже буду показывать. Вот, но вот этот индийский магазин мы постоянно посещаем. Вот так. Давайте заходить. Так вот здесь все красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко с камерой. Для мамы, для моих родных, для близких, для всех. Показать, какой красивый магазин. Такие здесь всякие штуки продаются. Красивые. Масла и палочки. Вот. Из магазина я вышла, из индийского. И вот вам показываю Ленинский проспект. Вообще, конечно, если вы высадитесь в аэропорту Храброво, то вам придется на такси добираться до центра города. А если вы высадитесь на Южном вокзале, то практически любой автобус привезет вас сюда, на проспект Ленина. На Ленинский проспект, простите. И, естественно, это будет очень удобно для вас. Потому что здесь можно найти абсолютно все. Если вы приедете. Жилье, еду, ресторан, прогуляться. Здесь очень красиво. Я вам буду все-все-все места в Калининграде показывать и про них рассказывать. И, естественно, вы увидите все тонкости жизни здесь. А пока это был всего лишь один день, одна прогулка с вами. Повседневность наша. Вот так. С вами была Карина. Вы, наверное, все, кто сейчас здесь со мной, знаете мой второй канал, Школа Таро Альбиен. А сейчас с вами был канал Life. Поэтому я с вами прощаюсь ненадолго, потому что, может быть, сегодня еще что-то поснимаем. И до новых встреч!